Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране. Кабинетом министров утверждены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В командно-разведывательном центре Министерства обороны Абхазии начался зимний период обучения. Республиканский кожно-венерологический диспансер и центр СПИД провели акцию, в рамках которой любой желающий мог пройти бесплатное обследование. Около 70 работ начинающих художников и признанных мастеров объединила выставка в Гагре. Кабинетом министров утверждены новые предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Проезд пассажиров на внутригородских маршрутах из расчета на 1 пассажира-километр теперь стоит в автобусах 2 рубля 55 копеек, в микроавтобусах 3 рубля 4 копейки. Проезд пассажиров на пригородных маршрутах в автобусах 2 рубля 33 копейки, в микроавтобусах 2 рубля 76 копеек. Проезд пассажиров на междугородных маршрутах в автобусах 2 рубля 20 копеек, в микроавтобусах 2 рубля 61 копейка за 1 пассажира-километр. Предельный максимальный тариф за провоз места багажа, разрешенного к провозу в автобусах и микроавтобусах внутригородского, пригородного и междугородного сообщения равен 10 рублям. В каждом транспортном средстве, осуществляющем перевозку, должна быть размещена информация о стоимости проезда по маршруту. Кабинетом министров также установлены новые предельные цены на сжиженный газ. Так, максимальная розничная цена 1 килограмма сжиженного газа составляет 100 рублей, а цена 1 баллона газа объемом 27 литров – 1100 рублей. Предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками с указанием розничной цены 1 килограмма сжиженного газа и 1 баллона газа объемом 27 литров. В Минске состоялась встреча заместителя председателя общественного объединения «Белая Руси» Александра Шатько с заместителем секретаря Совета безопасности Абхазии Дауром Кове и министром просвещения и языковой политики Иналом Габле. В ходе диалога были обсуждены варианты дальнейшего сотрудничества. По итогам встречи принято решение о заключении договора между Белой Русью и партией «Единая Абхазия» для последующей реализации совместных проектов с целью сближения гражданских обществ двух стран. Даур Кове и Инал Габле также встретились с ректором Республиканского института профессионального образования Республики Беларусь Валерием Голубовским. В ходе встречи обсуждался вопрос повышения уровня профессиональной квалификации руководящих работников и специалистов учреждений среднепрофессионального образования, а также варианты дальнейшего сотрудничества. Кроме того, состоялась встреча с председателем Союза писателей Беларуси Николаем Чергинцом. В командно-разведывательном центре Министерства обороны Абхазии начался зимний период обучения. На торжественном построении присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Аманды Поня. Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры выстроились в ряд. Торжественное мероприятие, посвященное старту зимнего периода обучения в вооруженных силах Абхазии, началось с поднятия государственного флага и минуты молчания в память о погибших за свободу Родины бойцах. Только потом военнослужащие выстроились в походную колонну. Здравствуйте, товарищи! Желаем, товарищ генерал-лейтенант! С началом зимнего периода обучения военнослужащих абхазской армии поздравил начальник Генерального штаба вооруженных сил Василий Лунев. Хотелось бы пожелать вам достижения новых успехов в нелегком воинском труде. А труд воинский, он незаметный, но неимоверно сложный. В нужное время встать в строй – это труд. Заправиться – это труд. Вести себя, как подобает человеку в погонах – это тоже труд. Ну и, конечно, непростая обстановка с эпидемией коронавируса также откладывает на нашу боевую подготовку и оперативную определенные проблемы. Но я верю, что вы справитесь со всеми этими задачами.
К началу открытия зимнего периода военнослужащие абхазской армии готовились более месяца. Первое занятие начинается с общественной государственной подготовки. Начало периода, как правило, проводят заместители командира, занятия заместителей командира части. Это первое занятие, общегосударственная подготовка проходит первое занятие. Второе – это требования безопасности по пожарной безопасности. Третье – это боевая подготовка, занятия по боевой подготовке. Четвертое – это медицинское обеспечение. Это занятия по медицине, оказания первой помощи. Сейчас я нахожусь на территории части и показываю документацию проверяющему. И третья пара я буду проводить боевую подготовку. Вместе с военнослужащими мы направились в один из классов, где началась лекция на тему «Долг перед Отечеством». Впереди долгий курс обучения, после которого каждый из них обретет необходимые навыки и знания военного дела. Аманда Поня, Алика Гухава, Абхазское телевидение. Мотострелковый батальон, дислоцированный в Гудаутском районе, считается одним из образцовых подразделений оборонного ведомства страны. В первый день начала зимнего периода обучения батальон посетил с инспекцией начальник аппарата Министерства обороны Илья Гамисоня. Сегодня традиционно во всех воинских частях проходит торжественное поднятие флага, торжественные мероприятия с первым днем зимнего периода обучения. Этому предшествовала подготовительная работа по подготовке личного состава, по обеспечению личного состава, по обеспечению техническим обеспечением, материальным обеспечением и так далее. Зимний период обучения предполагает широкий спектр деятельности, связанный с обучением личного состава, владением техникой, вооружением, с выездом на боевые стрельбы и так далее. Это ответственный период, связанный с тем, что это непростые климатические условия. Уже сегодня видно, погода нас не балует. Но личный состав готов. Генеральная прокуратура провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса «Баслатгэс». В ходе проверки установлено, что принятие постановления Кабинета министров об имущественном комплексе «Баслатгэс» и его включение в перечень объектов, подлежащих приватизации, приняты в нарушение законов об охране историко-культурного наследия и об электроэнергетике. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 1 декабря в Верховный суд направлено административно-исковое заявление о признании указанных постановлений недействующими со дня принятия. 1 декабря исполнилось бы 77 лет видному государственному и общественному деятелю, кавалеру ордена Леона, полковнику Николаю Джонуа. Николай Таевич Джонуа внес немалую лепту в создание, становление и деятельность Народного форума Абхазии, был одним из его создателей. Также являлся редактором его печатного органа газеты «Айтгалара». Николай Джонуа – участник национально-освободительного движения абхазского народа. Один из тех, кто с первого дня войны находился в рядах абхазского ополчения, воевал на Гумистинском фронте. Был комиссаром. В октябре 1992 года назначен заместителем командующего Гумистинского оборонительного рубежа. На заседании Кабмина 30 ноября министр здравоохранения Эдуард Будба доложил о текущей эпидемиологической ситуации в стране и о темпах вакцинации. На сегодняшний день спутником Лайт привились 5212 человек, спутником Ви с 18 ноября вакцинировано 780 человек. На заседании было отмечено, что среди медперсонала темпы вакцинации невысоки. С чем это связано, узнавала наш корреспондент Сария Кварасхелия. Эпидобстановка в стране остается достаточно сложной. На данный момент в ковид-отделениях республики находится 245 пациентов. В сутки в среднем поступает в стационар от 10 до 15 человек. Тем временем темпы вакцинации остаются низкими. Очень агрессивный стал ковид, очень быстротечный. Что можем противопоставить? Нелюбимые нами элементы дисциплинированности. Вакцинацию нет другого, нет и не будет. Как бы пропаганда не действовала тех, кто против вакцин, говорим громко, в прямом смысле слова, без вакцины ничего не получится. Уходящий этот год показал, сколько проблем ковид принес стране. Огромные людские потери, я по-другому это назвать не могу, больше 500 погибших. Это одна крупная деревня.
Кытадудзак, хардзхай и хардзи. Вакцинация – надежное оружие в борьбе с инфекцией. Об этом говорят врачи. Однако зачастую и среди медперсонала большое количество непривитых. Например, в психиатрической больнице Абхазии из 40 человек вакцинировались 18. 10 имеют медотводы на COVID-19. Не сказать, что темпы вакцинации у нас шли активно. Сейчас мы в связи с уже сложившейся эпидемиологической обстановкой проводим огромную работу среди медперсонала, чтобы ускорить эти темпы и добиться максимального количества вакцинированных наших сотрудников. Я сама вакцинировалась. Сейчас мы сдаем анализы на напряженность иммунитета. И по графику, по плану у нас еще вот как раз-таки завтра планируется еще несколько человек отправить на вакцинацию. Исполняющая обязанности главного бухгалтера учреждения Юлия Ширина вакцинировалась спутником Лайт. Она положительно относится к прививке и призывает своих коллег вакцинироваться. Вакцинироваться я решила сразу же, но на первый этап, когда была вакцина «Спутник Ви», мы не успели, к сожалению. И с мужем уже вакцинировались спутником Лайтом, потому что считаем, что хотя бы одной вакцины, но нужно привиться. Это нужно мне и моей семье. У меня дома 3 детей, мне безопасность для них гораздо важнее. Сейчас, когда буду проверять опять, есть ли уровень антител, если его не будет, то опять еще раз пойду вакцинироваться. А у главной медсестры Лианы Нормания есть хронические заболевания. Она уже сдала нужные анализы и, если не будет противопоказаний, планирует привиться уже завтра. Заболевание каждый день поднимается. Из-за этого мы всем говорим, чтобы все вакцинировались, и старые, и младые. В самой психиатрической больнице за весь период пандемии ситуация была удовлетворительной. Но сегодня здесь вспышка. Первые 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции были зафиксированы 13 ноября. Заразились пациенты одного отделения, где проходили лечение мужчины. При этом карантин действовал уже с 28 октября, так как заболели и сотрудники медучреждения. Здесь сложно определить какие-то пути заноса инфекции, но действительно в нашем стационаре с 28 октября была вспышка среди медперсонала. У нас было 7 человек больных. Но к моменту того, как заболели у нас пациенты, уже персонал был уже на стадии излечения от этой болезни. Посетители были, заходили. Сложно сказать пути заноса. Но то, что этому предшествовала вспышка среди медперсонала, это имеет место быть. На сегодняшний день у нас больных ковидом 27 человек. 7 человек мы уже пролечили. Всего у нас было 34 больных. В связи с этим было развернуто отдельное отделение для лечения этой категории больных, которое полностью соответствует всем требованиям лечения ковидной инфекции. Тяжелых пациентов с коронавирусом в больнице нет. В основном болезнь протекает в легкой форме, отметила Ирина Ануа. Самому младшему ковид-больному 23 года, старшему 60 лет. Для лечения и наблюдения пациентов к ним прикомандирован врач-терапевт. Нехватки медперсонала и медикаментов в больнице нет. В случае отяжеления состояния больных у нас уже проработан алгоритм действий о переводе их в военный госпиталь Вайтар. Скорее всего, это будет сделано с психиатрическим постом. В тот день, когда мы разворачивали отделение, сразу же при содействии Минздрава, мы были обеспечены полностью всеми расходными материалами, лекарственными препаратами для лечения ковидной инфекции, оксигенаторами, небулайзеры мы получили. То есть у нас есть все для лечения этого заболевания. Второе медучреждение, которое мы посетили, вторая городская больница. Здесь открыт пункт для желающих привиться. Темпы вакцинации средние, говорят врачи. В день вакцинируются свыше 20 человек. А что касается медперсонала, из 200 сотрудников привились более 70. Те, которые не вакцинировались, по причине того, что сроки не подошли, то есть либо переболели и пока рано вакцинироваться, или по каким-то другим причинам, то есть по заболеванию, например, какому-то. Так вот среди сотрудников, противников вакцинации нет, то есть когда придет время, то все провакцинируются. Мы вакцинируем и сотрудников, и население
нашей республики. Всех желающих, в принципе, которые хотят вакцинироваться. Вы сами вакцинировались? Да, вакцинировалась в мае. Положительно относитесь к вакцинации? Конечно, положительно. То есть, и более того, я всех призываю прийти и провакцинироваться. То есть, это шанс для того, чтобы исключить тяжелое течение болезни. В республиканской больнице работают более 800 человек. Из них лишь 74 привиты. В медучреждении в неделю 2 раза работает пункт вакцинации для медработников. Такие низкие цифры связаны с тем, что многие из наших коллег переболели новой коронавирусной инфекцией, у них сохраняются высокие титры антител. Многие активно болеют. У нескольких человек есть заболевания, которые являются противопоказанием для вакцинации. Министром здравоохранения Республики Абхазия Эдуардом Валерьяновичем Будба даны четкие указания по наращиванию темпа вакцинации. И мы будем их наращивать. Вы сами же вакцинировались? Я еще не вакцинирован, но я переболел, у меня сохраняется высокий титр антител. Ну, если нужно будет, вакцинируйтесь? Обязательно. Да, мы к этому придем, обязательно провакцинируемся. Обращаясь к своим коллегам, я хотел бы сказать, что и напомнить им о том, что риски, связанные с этим заболеванием, высоки. И вакцинироваться, конечно же, нужно. И мы рекомендуем, и будем это делать дальше. Как говорят специалисты, вакцинация остается единственным способом защититься от инфекции и избежать серьезных последствий болезни. И, конечно же, чтобы граждане охотно прививались, медики должны подавать пример. Напоминаем, что провакцинироваться можно во всех поликлиниках столицы и в городской клинической больнице номер 2. Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД провели акцию, приуроченную к этому дню. Все желающие могли пройти бесплатное обследование на ВИЧ, гепатит Б и С в мобильной лаборатории, расположенной на территории республиканской больницы. Всего в 2021 году обследования на выявление заболеваний ВИЧ, гепатита Б и С прошли 4466 человек. Из них ВИЧ был выявлен у 68 человек. На сегодняшний день по республике лечение от ВИЧ-инфекции получают более 600 человек, среди которых 10% дети. Как отмечают специалисты, в последнее время в республике наблюдается снижение количества инфицированных. Мы ежегодно это проводим, даже несколько раз в год. Бывают программы, мы выезжаем в отдельные районы нашей страны. Но учитывая сегодняшнюю ситуацию, глобальную проблему, то, что во всем мире с ковидом, у нас мы решили не ограничиваться, хотя бы какой-то промежуток времени сегодня провести эту акцию, потому что у нас люди ждут, хотят приходить, сдать анонимно, конфиденциально. Все эти положительные, которые у нас выявляются, подтверждаются в центре СПИД. Что касается статистики, за последние годы, конечно, цифры у нас уменьшаются по сравнению с тем, что когда мы начинали свою работу, свою деятельность. Потому что проводимая профилактика, то, что пациенты получают антиретровирусную терапию, дало свои результаты. Вирусная нагрузка у них уменьшается, и, соответственно, от них маловероятно, что кто-то может заразиться. Хотелось бы, чтобы, несмотря на то, что в мире сейчас свирепствует ковид, чтобы люди не забывали о тех инфекциях, которые также были глобальной проблемой с 80-х годов. В селе Баслаху вечером 30 ноября загорелся частный билетажный дом. На место выехали 2 пожарных расчета, одно спасательное и одно медицинское отделение пожарно-спасательной части Учимчиры. К приезду сотрудников МЧС строение было полностью охвачено огнем. В результате пожара дом выгорел полностью. Также в результате пожара в селе Агубедия 26 ноября сгорел дом. Без крова осталась многодетная семья, в которой 4 детей-школьников. В ночь на 1 декабря на прибрежную часть Абхазии обрушился сильный ветер и шторм. В Гагре на улице Терешкова подтопило несколько домов. Подтопило также набережную в районе субтропического парка имени принца Альденбургского. Как сообщили в районной администрации, на месте происшествия находятся все профильные службы, и в случае необходимости населению будет оказываться необходимая помощь. Кроме того, подтопило насосную станцию Репруа-1, из-за чего Гагра временно осталась без подачи воды. Станция и трансформатор, который ее питает, обесточены. Сотрудники водоканала занимаются просушкой моторов.
В преддверии Международного дня художника в Доме культуры города Гагра открылась выставка. Экспозиция объединила около 70 работ начинающих художников и признанных мастеров. Здесь представлены работы разных стилей и направлений – живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство. На выставке побывали и наши корреспонденты репортажа Эсмы Гуланция. Яркие полотна заполнили фойе Гагарского дома культуры. Экспозиция получилась очень разнообразной. Здесь представлены работы как начинающих художников, так и признанных мастеров. Свое вдохновение художник Геннадий Барцец в основном отражает в пейзажах. На его работах живописные ландшафты Абхазии, море, гордые вершины гор, вечнозеленые кипарисы. Свой творческий путь Геннадий Барцец, будучи подростком, начинал здесь, в Доме культуры, в кружке ИЗО. Сегодня он именитый художник. Его работы не раз украшали вернисажи Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Нью-Йорка, Вильнюса и других городов мира. Такой праздник, как Международный день художника, он, наверное, празднуется впервые. Я просто его не слышал о нем. А вдруг появился новый праздник. Это прекрасно. Вот, и любезно пригласили принять участие здесь, в Гагарском доме культуры. Значит, я сразу все поставил и подобрал по теме. Тема гагринская, потому что у меня диапазон достаточно широкий, и российский, и зарубежный, в том числе и по Абхазии. Я взял те работы, которые наиболее узнаваемы для гагринцев. Художники в разных уголках мира воспевают женскую красоту уже многие сотни лет. Она не только часть творчества, но и источник вдохновения, муза. И у каждой эпохи свои стандарты привлекательности. Работы молодого художника Акопа Агаханова в основном посвящены выразительному женскому образу. Я увидел девушку, которую изображали другие художники. И мне очень захотелось, она понравилась, она нравится художнику. Выразительное лицо. Да? Ее хочется изображать, да, и я решил попробовать тоже. Сейчас такой, да, период, что женские образы, да, как-то ближе к душе хочется, да, над этим работать. Международный день художника отмечается 8 декабря. Это праздник не только профессионалов. Он близок всем поклонникам живописи. Ведь искусство объединяет людей и вносит в нашу жизнь радость, эстетическое удовольствие и восхищение талантом. Мы решили организовать подобную выставку, экспозицию для того, чтобы молодые художники имели такую площадку самореализоваться, для того, чтобы познакомить наших жителей нашего района, нашего города с этой частью искусства, потому что искусство – это огромная сила, она несет в себе огромную энергию, очень является таким важным моментом в воспитании подрастающего поколения. И надеюсь, что подобные выставки станут у нас традицией, приобретут такой систематический характер. Спасибо, хочу сказать, всем художникам, которые согласились нас поддержать, которые любезно предоставили свои работы. Спасибо администрации Гагарского района за поддержку, отделу культуры. На выставке были также представлены работы юных воспитанников Гагарской школы искусств. Среди них пейзажи, натюрморты, портреты и сказочные сюжеты. Калейдоскоп ярких и трогательных картин. Я вообще начала рисовать дома, мне это очень нравилось, а потом меня записали в школу искусств на рисование. А что ты любишь рисовать? Я больше всего пейзажи очень люблю. Вот прям, и натюрморты тоже. Я нарисовала эти картины, а потом, мне сказали нарисовать, я их нарисовала, их взяли, и они тут, и все. А ты в будущем планируешь продолжать, да? Да, я хочу продолжать рисовать. Всего на выставке представлено около 70 картин художников разных городов и районов Абхазии. Украшением экспозиции стали скульптурные работы и необычные расписные ткани. Это как кусочек кислорода, это вдохновение. Вдохновение для того, чтобы мы понимали, что будущее есть и оно будет лучше. Сухумская публика, она избалована выставочным залом и большим количеством выставок. В Гагре мы в этом очень сильно нуждаемся, и я надеюсь, что это, как я уже говорила, не последняя выставка. Выставка продлится до 10 декабря, поэтому у всех желающих есть возможность увидеть прекрасные работы. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 2 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями ночью и до второй половины дня временами дождь. В горах снег. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.